Наконец завершается мой процесс, мое уголовное дело. Сегодня мне предоставили последнее слово. Меня, простую домохозяйку, мать 4 детей, власть представила перед судом в лице человека, который призывал совершить государственный переворот или государственное преступление. Да, это самая женщина, которая сотрудники КНБ и ДВД, а также прокуратура посчитали, что я опасный элемент, опасный человек, и что я должна быть осуждена, с чем я не согласна вообще. Теперь смотрите, насколько всему народу известно, что в программе ДВК там всего лишь социально-экономическая программа, где поднятие зарплаты, поднятие пенсии, инвалидности, пособий и так далее. Такая программа понравится любому человеку, не говоря обо мне. Но почему-то на эту листовку сотрудники ДКНБ, ДВД сами же написали призыв, в чем мы даже и не заметили, не подозревали. Подложили на автомобиль моего супруга, очень грубом форме, они даже не умеют правильно работать. Вся их грязная работа засветилась на видеокамере, на их же камере. Но почему-то судья Навашибаев утвержденно вынес такой приговор в отношении моего супруга в том, что он виноват. Это абсурд. Вот что показывает, какая судебная система у нас в Казахстане. Я рассказала свою печальную историю, так как Ержан Бисенбаев, это сотрудник ДКНБ, Астана ТВ для вас, я это говорю, сотрудник ДКНБ на меня оказывал давление, не говори, не пиши, не делай резких телодвижений, я не понимаю, что это такое, не пиши, не говори, я должна была сидеть молчок. Я не стала сидеть молчок, я все рассказала, я все вынесла на публику, потому что я женщина. Я должна защищать свои права, я должна защищать права своего мужа, ибо я жена. Действительно, о народе вообще позабыли. Вот сегодняшний случай, 5 детей заживо сгорели. Это все наша политика виновата, потому что мать должна сидеть с ребенком, с грудным ребенком, мать должна дома сидеть и воспитывать детей, а она пошла работать, пахать, потому что не хватает денег, заработная плата, пособие, нищенское пособие. За 4 детей я получаю 10 500 тенге, когда одна пара сапоги стоит 7 тысяч, 8 тысяч. Я про продукты я молчу, я про другого еще молчу. И я должна с этим быть согласна. Я просто выразила свое мнение, недовольство. Когда даже при допросе мне спросили, вы поддерживаете программу ДВК? Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВК так же, как духи Шанель. Подождите. Потому что духи Шанель... Ведите себя достойно, не надо кричать, да. повышать тон. Потому что сегодня решается моя судьба, я имею право вашей чести. Не кричите, не выражайтесь, говорю. Все остальное говорите, вам не запрещается. За пределы не да, мне нравится программа, я влюбилась в эту программу. А где наше государство? Куда смотрит наше государство? Почему нам не дают свои программы 7, 20, 25? Это вообще недоступная программа для простых граждан, как мы. Я в своем слове говорила выйти на мирный митинг. Почему-то весь процесс обсуждалось о том, что я призывала выйти на мирный митинг. Вы понимаете слово «мир» и «мирный митинг», на мирную акцию. Где я говорила, давайте выходить на Восток, берите с собой оружие. Где я такое говорила? За что меня должны вот так осуждать? Все это неправда, все это провокация, это устрашение, чтобы граждане молча соглашались с той социально-экономической политикой, которая проводится в нашей стране, даже если она им не нравится. Есть поговорка «Вас киспек болсада тыр киспек жок». Если даже высечу твою голову, нельзя молчать, надо говорить правду. С чем я согласна? Я, как женщина, как гражданин этой республики Казахстан, да, я высказала свое мнение в адрес кого? В адрес властей.